Вы смотрите актуальное интервью на телеканале Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В 2020 году в жилых домах и других объектах в Якутии произошло 2709 пожаров, в которых погибло 65 человек, травмировано 56. С начала текущего года только за первый квартал уже зарегистрировано 518 пожаров. В их результате погибло 27 человек, ранения получили 20. К большому сожалению, приходится констатировать, что часто жертвами пожаров становятся дети. От огня в прошлом году погибло 10 детей, 2 ребенка пострадали. В этом году погибло уже 6 детей. Кроме того, в результате пожаров причиняется значительный имущественный ущерб, который исчисляется десятками миллионов рублей. Каковы основные причины пожаров, как обезопасить себя и своих близких, как распознать и предотвратить угрозу? Об этом сегодня интервью с прокурором Намского района Анатолием Илларионовым. Анатолий Спартакович, здравствуйте. Скажите, каковы основные причины пожаров в жилых домах? В прошедшем году половина пожаров произошла по причине неосторожного обращения с огнем взрослыми. Вторая основная причина – это неправильная эксплуатация печей, электрооборудования и приборов. Это треть от общего количества пожаров. В результате поджогов произошло более 2%, пожаров от жалости детей с огнем – 1,5%. В текущем году картина другая. Причиной более чем трети пожаров стали нарушение правил устройства и эксплуатации печей, 22% это нарушение правил обращения с электрооборудованием, 8% неосторожное обращение с огнем. Всего же в жилом секторе в прошлом году зарегистрировано 1140 пожаров, погибло 57 человек, из них 10 дети. За первый квартал текущего года в жилых домах зарегистрировано 157 пожаров, в которых погибло 19 человек, в том числе 5 детей. Хотелось бы отметить, что по сравнению со взрослыми детская шалость в разы реже становится причиной пожаров, что говорит о том, что взрослому населению прежде всего необходимо обратить внимание на свое поведение и на необходимость соблюдения всех правил обращения с огнем, всех противопожарных требований. Тем не менее, нельзя забывать и о профилактике детской шалости. А где наиболее часто бывают пожары и какой ущерб причинен в их результате? По статистике, в прошлом году наибольшее количество пожаров случилось в городах 1573, в селах 628, в поселках городского типа 425. В текущем году в городках и поселках городского типа произошло 124 пожара, в селах 115. Возвращаясь к теме жилого сектора, в 2020 году 327 пожаров произошло на многоквартирных домах, 219 в частных одноквартирных домах. За первый квартал текущего года динамика другая. В частных домах произошло 36 пожаров, в многоквартирных 27. Помимо гибели людей и получения гражданами вреда здоровью, огонь приводит и к большому имущественному ущербу. В прошлом году его размер составил более 104 миллионов рублей, в этом году около 10 миллионов рублей. Скажите, а какие условия способствуют тому, что в огне погибает такое большое количество людей? К сожалению, вынужден констатировать, что основным таким условием является нахождение в состоянии алкогольного опьянения. Практически половина погибших, это 49,7%, находились в нетрезвом состоянии. Состояние сна, это по большей части в ночное время, были более 20% погибших в пожарах. Также надо отметить, что, как правило, более половины погибших относятся к социально незащищенным слоям населения. Это безработные, пенсионеры, дети, лица без определенного места жительства и граждане с ограниченными возможностями здоровья. А есть ли у пожаров какая-то ярко выраженная сезонность? В какое время года наиболее часто происходят пожары? Да, такая аналитика имеется. Возьмем прошедший год. Он характерен в этом плане и, соответственно, представляет собой достаточно такой продолжительный период для аналитики. Наибольшее количество таких случаев пожаров произошло в мае, это 353, и в августе-сентябре это около 300 в месяц. Из этого видно, что пожары зачастую происходят именно в те периоды, когда
на придомовых территориях населения гражданами проводятся традиционные уборки. Собирается трава, которую потом сжигают. В связи с этим хотелось бы обратить внимание наших телезрителей на соблюдение правил противопожарного режима Российской Федерации, которые вступили в силу с 1 января текущего года. Данные правила упорядочили требования к использованию открытого огня, в том числе в этих целях, чтобы избежать негативных последствий. Наименьшее количество пожаров по месяцам зарегистрировано в феврале, это 142. В остальные месяцы число пожаров по республике колеблется от 150 до 250 в месяц. Также ведется аналитика по дням недели. Наибольшее количество пожаров пришлось на понедельник, это 437. Наименьшее – пятница, 349 пожаров. В остальные дни количество пожаров от 360 до 409. Ну вот если говорить об ответственности, то какая административная ответственность предусмотрена за неосторожное обращение с огнем? Законодатель установил административную ответственность за такие правонарушения в зависимости от наступивших последствий. К примеру, частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, скажем так, без последствий. По данной норме гражданам может быть наложен штраф до 3000 рублей, на должностных лиц до 15 тысяч рублей, на юридических до 200 тысяч рублей. Такие примеры в практике есть. К примеру, в Намском районе по данной норме привлечено к ответственности должностное лицо управляющей компании, которое допустило нарушение противопожарных требований при содержании общедомового имущества многоквартирного дома. Частью 6 данной статьи предусмотрена ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества, либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека. Санкция данной нормы предусматривает уже более строгое наказание. В частности, для юрлиц штраф может быть от 350 тысяч рублей до 400 тысяч рублей, а также может быть назначено административное наказание в виде приостановления деятельности на определенный срок. А вот в каких случаях граждане могут быть привлечены к уголовной ответственности? В случае наступления более серьезных последствий виновные могут быть привлечены к ответственности по статье 168 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание за уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем. Напомню, что крупным размером считается ущерб от 250 тысяч рублей. Частью 2 статьи 167 УК Российской Федерации предусмотрена ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога. Значительность ущерба в каждом случае рассчитывается индивидуально, но не может составлять менее 5000 рублей. Статьей 219 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека. Кроме того, виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по статье 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, это причинение смерти по неосторожности. В частности, именно по данной статье квалифицированы действия мужчины по пожару, который произошел в одном из сел Намского района в прошлом году. В результате этого пожара погибла женщина и 4 детей. По версии следствия, причиной пожара здесь явилось самостоятельное внесение данным гражданином изменений в конструкцию греющего кабеля, в результате чего автоматика не смогла отключить электроэнергию на данном узле при коротком замыкании. Так что в каждом случае необходимо разбираться индивидуально, отдельно, для чего проводятся соответствующие экспертизы, осмотры, допросы и проводятся иные следственные действия. А обязаны ли виновные лица возместить причиненный ущерб в результате пожара?
Да, безусловно, виновные лица в силу Гражданского кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов обязаны возместить ущерб, причиненный их действиями и бездействием. В данном случае пожар, пусть он даже будет в результате неосторожного обращения с огнем, не является основанием для того, чтобы этот человек не оплачивал ущерб. То есть, если умышленное, это само собой, как граждане думают, а если неосторожное, то есть не по его вине, как будто бы ущерб не возмещается. Но на самом деле не так. Даже за бездействие, которое привело к пожару, гражданин, юрлицо, они обязаны возместить причиненный ущерб. В случае, если ущерб не возмещается в добровольном порядке, то его можно и нужно взыскивать в судебном порядке. Ну и в завершении нашей беседы расскажите, а как распознать и все-таки предотвратить эту страшную угрозу? Касательно частного жилого сектора и квартир. Здесь полностью ответственность внутри жилого помещения, внутри дома, лежит на самом жильце, собственнике. Прежде всего, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, содержать в надлежащем состоянии электропроводку, не использовать неисправное электро- и газовое оборудование, не вносить самостоятельные изменения в его конструкцию. При необходимости замены электропроводки и оборудования необходимо обращаться к тем гражданам, которые имеют на это определенные допуски, которые проходили соответствующее обучение. В домах с печным отоплением также необходимо следить за состоянием дымохода и самой печки. Надо учитывать, что у нас в республике много граждан пользуются гаражами, банями, саунами на своих участках, которые отапливаются именно печным отоплением. Поэтому при возникновении там пожара огонь может перекинуться и на жилые дома, на свои, на соседей. Поэтому необходимо быть в этом плане очень-очень осторожными. Также следует быть осторожными и при курении. В многоквартирных домах в части содержания общедомового имущества ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности возложена на управляющие компании и обслуживающие организации, на их должностных лиц. Также рекомендуется использовать датчики обнаружения дыма или датчики обнаружения повышения температуры и системы автоматического тушения огня. К примеру, такая система, есть такие в продаже небольшого размера, они могут быть автономно установлены в узле ввода электроэнергии в дом. В простонародье они ставятся в электрощиток. И при коротком замыкании, при иных каких-либо экстренных случаях проводки, они могут действительно помочь и не дать огню распространиться. Эти же датчики обнаружения дыма и так далее, которые имеют возможность звукового оповещения, могут разбудить, например, в ночное время, обратить на себя внимание о том, что в данном помещении происходят негативные какие-либо явления и что необходимо принимать меры. Надо учитывать, что при пожаре решают секунды, минуты, и поэтому надо действовать сообразно ситуации. И если будет раннее оповещение, то это, конечно же, будет способствовать тому, чтобы избежать жертв. Надо понимать, что наша безопасность зависит от нас самих, и необходимо соблюдать все правила пожарной безопасности. Анатолий Спартакович, я благодарю вас за эту беседу. Огромное спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Это была программа «Актуальное интервью» о пожарах и как их предотвратить. Мы говорили сегодня с прокурором Намского района Анатолием Илларионовым. Берегите себя и своих близких, не забывайте носить маски и обязательно соблюдать дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.